Разумеется, Анатольевич, есть вопрос? Да. Пожалуйста, задавайте. Скажите, пожалуйста, вы не могли бы озвучить порядок лишения лицензии? Порядок лишения лицензии производится на основании представления Совета адвокатуры и поднимается решением Министерства юстиции. Нет, я имею в виду порядок лишения, в каких случаях первые предупреждения или прочее, или сразу лишается? Порядок, это вот я выше перечислил, это если есть в случае есть обвинительный приговор суда в отношении адвоката, повторное нарушение норм кодекса этики. Третье, если адвокат не повышает квалификацию. И четвертое, если он нарушил нормы законодательства. А порядок приостановления есть у нас такой? Порядок приостановления есть. Порядок приостановления это первое. В каких случаях? По личному заявлению. Если находится на срочной службе, при нарушении норм этики и нарушение норм этики, если поступает на государственную или муниципальную службу, по этим критериям приостанавливать и по личному заявлению адвоката. Теперь не могли бы вы разъяснить именно разницу? Вот вы сказали приостановление, если нарушает порядок этики, да? Угу. Разве это не лишение лицензии? Ну тут указывается, при нарушении норм этики приостанавливается. При повторном нарушении этики, кодекса этики, то лишается. При повторном. Тогда последний вопрос. Вы скажите, пожалуйста, что такое повторное нарушение конкретно? Можете сказать? Разверните, пожалуйста. Ну, повторное нарушение этики, то есть если однократно нарушена была этика и была рассмотрена комиссия, и как бы были подтверждены данные факты, и после повторного, то есть такого же проступка, то есть нарушение этики, нормы этики, то лишается лицензии. Насколько я понял, это решение комиссии о том, что было нарушено, да? Да, получается, на основании представления совета мы принимаем решение. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот вы озвучили, что при неповышении квалификации, при неоплате членских взносов, и нет уголовного дела, да, и нет отрицательного мотива, и нет повторного нарушения, да, решения, да? В этом случае адвокат может лишаться или может обратиться повторно? Ну, насчет, я высказался насчет того, что повторный. Если нет повторного? Если нету, то нет. Все? У меня вопрос повторного. Нет вопросов? Нет, да. Талант Распекович, есть вопросы? В данном суде есть вопросы? Есть. Пожалуйста, Дядя Григорьевич. Скажите, пожалуйста, вот Минюстом вот часто лишаете лицензию действующих адвокатов? Есть статистические данные у вас? Ну, статистические данные за, насколько мне известно, за 2018 год, вот за 2019 год пока не было. И было приостановление, но решение за 2019 год за первый шаг ну, это не так часто происходит. Это единичный случай, да? Ну, еще второй вопрос. Вот здесь выяснилось, что законодатель наделил правом лишения лицензии адвокатов два органа, Минюст и судебные органы. Да? Вот представим, если вас наделили правом выбрать один из органов по данному вопросу, по наделению права лишения адвокатского свидетельства, вы выбрали какой орган, Минюст или судебный орган? И почему? Я выбрал Минюст, так как необходимо руководство профильным законом, а в законе ЛРС это как раз расценивается на все виды лицензирования. Да, а здесь именно в законе об адвокатуре именно мы должны руководствоваться своим профильным законом. Спасибо. Пожалуйста, Я в продолжение вопроса коллеги. А вот вы говорите, представляет Совет адвокатуры, да, на лишение лицензии. Вы Минюст даете этому представлению правовую оценку? Да, конечно, мы рассматриваем. Вы повторно рассматриваете эти факты, рассматриваете? Да, недавно даже у нас был случай, то, что тоже представление адвокатуры было при остановлении на 2 года. Мы рассмотрели, то есть и посмотрели ту позицию, эту позицию, приняли решение. Приняли решение о лишении, да? О приостановлении. О приостановлении.
А будет ли тогда такая ситуация, что адвокатура, например, просит о приостановлении, а Минюст, проверив, решил лишить лицензии? Да. То есть вы можете самостоятельно принять такое решение без представления Совета А адвокатов? нет, без представления нет. Необходимо. То есть вы возвращаете тогда, да, это представление? А в случае неподтверждения или как? Ну, мы указываем свои доводы, да? То, что мы как бы не согласны с этим. Понятно. И еще один момент. В таком случае, есть ли в практике Министерства юстиции, чтобы вы могли лишить лицензии на основе приговора суда? В моей практике пока не было. Не было, да? То есть мы предполагаем, что есть в рамках уголовного преследования, например, суд может применить такое наказание, как лишить права заниматься определенным видом деятельности на определенный срок. Да? То есть в этом случае у вас не было такой Пока на практики. практике не было, но если будет решение суда, мы должны исполнять решение. То в таком случае как получается? Очень тоже интересная позиция законодателя здесь складывается, что можно лишить права заниматься определенным видом деятельности на определенный срок, а закон об адвокатуре вообще пожизненно запрещает как бы этому лицу заниматься этой деятельностью. То есть на сегодняшний день складываются два таких правовых регулирования вокруг, например, адвокатской деятельности. Вы согласны с этим или нет? Да. Спасибо. Вопрос Чинарская Бека задала, но все-таки, когда вы выступали, вы сказали, как может адвокат, который нарушил профессионально-этические, ну, тут же этику, да, стать повторно получать лицензию, да, но есть же нормы, другие нормы этого закона, где и работникам правоохранительных органов и судебной системы, которые получили в свое время дисциплинарные проступки, тоже допускают получение лицензии. Насколько это соразмерно, по вашему мнению? Вот такой подход. По моему мнению, я лучше перечислил как бы принципы для адвокатов. Да, это независимость, самостоятельность, законность, справедливость, гуманизм. Я думаю, то, что адвокатом, ставшись, получив лицензию, если он совершает такие проступки, то необходимо применять жесткие меры. А то, что, скажем так, уволенные там или по каким-то дисциплинарным нарушениям, они как бы совершили этот проступок, не будучи адвокатами. Да? Поэтому, если тут есть разница, да, адвокат, зная, осознавая то, что он является адвокатом и нарушает нормы закона, и я думаю, в этом плане мое мнение такое. А то есть те лица, которые судьи и сотрудники правоохранительных органов, которые как бы, ну, они совершили этот проступок, не будучи адвокатом. Можно один практический вопрос? Те лица, которые когда-то совершили дисциплинарный проступок, работая в судебной системе, в правоохранительных органах, есть ли гарантия, что они будут, работая в адвокатуре, оказывать, скажем так, профессиональную квалифицированную помощь? Ну, гарантии стопроцентной, конечно, невозможно дать, но учитывая как бы их опыт работы в судейском правоохранительном органе, я думаю, у них будет возможность предоставить квалифицированную юридическую. Пожалуйста, Последний вопрос, если можно. А вот в рамках, опять-таки, рассматриваемой нормы, да, лицензию не может получить гражданин, мы сказали, вот уволенный из правоохранительных органов, да, а вот сроки вы Минюст проверяете в данном случае? Как вы это проверяете? Есть? Обязательно при рассмотрении документов, подавших на получение лицензии, мы входит перечень, где есть трудовая книжка, мы рассматриваем трудовую книжку и смотрим, определяем, когда он был уволен, сколько времени прошло, и, соответственно, если попадает под норму, мы допускаем данного человека к сдаче экзамена. А были ли такие примеры у вас на практике? Да, были. Были, да? Спасибо. Есть еще вопрос? Нет? Тогда я. У вас есть вопрос? Пожалуйста, задайте. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, является ли соответствующим Конституции наделение полномочиями суда Министерства юстиции в части лишения лицензии? Вот, является ли правильным то, что вот Министерство юстиции обладает полномочиями суда
именно при рассмотрении вопроса лишения лицензии. А с чего вы взяли, что это полномочия суда? Ну, на основании закона о лицензионно-разрешительной системе. Но есть закон об адвокатуре. Есть коллизия. Если закон позволяет, то они руководствуются законом. Пожалуйста, ответьте, представитель Минюста. Ну, я думаю, что это... Микрофон выключите. Что это правильно, так как выше было сказано, то, что мы руководствуемся законом об адвокатуре, в адвокатской деятельности. И так как мы являемся органом, который выдает лицензии, соответственно, и мы можем наделяться правами и лишать, приостанавливать, и прекращать. У вас есть вопрос, да? У вас? Марат Асенатович, пожалуйста, задайте. Уважаемый представитель Министерства юстиции, скажите, пожалуйста, для чего создана адвокатура вообще? Есть ее права и обязанности есть вообще? Есть. Адвокатура законодательно является саморегулирующей организацией, основанной на членстве. Основные принципы и права и обязанности адвокатуры можно сказать? Для чего создана? Ну, я сейчас затрудняюсь ответить, необходимо посмотреть устав адвоката. Тогда я могу немножко навести. Адвокатура создана, наверное, для того, чтобы защитить адвокатов, да? Правовая и социальная защита, да? Вы подтвердите? Не только же защита. Не только защита прав адвокатов. У нас в законе четко прописано только правовая и социальная защита адвокатов. Вот это я хотел бы узнать. В законе прописано. Спасибо. Ну, я думаю, вы уже все вопросы задали. Поэтому давайте не превращать наше судебное заседание или палку между представителями Минюста. У меня вот два вопроса к вам. Скажите, пожалуйста, вот в законе об адвокатуре допускается возможность получения лицензии лицами, которые были осуждены, но судимость которых погашена или снята. И при этом законодатель не предусматривает при совершении каких преступлений или лица, совершившие какие преступления, не могут допускаться. То есть, получается, и лица, совершившие особо тяжкие преступления, уже могут получать лицензию на адвокатов. Тогда как в то же время законодатель предусматривает возможность пожизненного лишения лицензии на осуществление адвокатской деятельности. Вообще здесь есть какая-то соразмерность? Ну, если брать то, что согласно закону, то, что не повышается квалификация, то есть то, что можно допустить человека, который бы ранее был судим, но было погашено, ну, мое мнение, то, что размерности нет. Ну, опять-таки я хочу вернуться к тому, что это все как бы поступки совершаются после получения лицензии, а как бы мы должны дать и шанс, например, тем людям, которые как бы еще не получали лицензию. Да? Ну, а с учетом того, что все-таки адвокатура осуществляет публично-правовую функцию, то вообще Министерство юстиции в последующем планирует внести изменения в закон об адвокатуре, как-то ограничивающие, например, получение лицензии лицами, совершившими, например, особо тяжкие преступления? Да, на сегодняшний день вот мы совместно с адвокатурой готовимся, работаем над этим законом. И как бы есть и наше предложение, есть предложение адвокатуры, и на сегодняшний день мы работаем над внесением изменений закона. И вот вы в своем выступлении отметили, что предоставление возможности повторного получения лицензии лицами, лишенными адвокатской лицензии, это приведет к тому, что в состав адвокатуры будут вливаться лица, не обладающие необходимыми профессиональными навыками. Тогда суть лицензии в чем заключается? Если вы говорите о том, что в этом случае будут вливаться в адвокатуру лица, не обладающие профессиональными навыками. То есть при получении лицензии есть необходимые требования, то есть есть из 110 вопросов необходимо ответить на 77 правильных ответов, вопросов и получать лицензию. Соответственно, в последующем, я считаю, вот, адвокат должен как бы пополнять свой багаж, как бы повышать свою квалификацию. И в случае неповышения квалификации, например, мы часто встречаемся на сегодняшний день у нас деятельность в работе министерства, то, что очень много жалоб поступает на адвокатов, то есть то, что адвокаты как бы не квалифицированы, и тем самым они как бы
создают такие условия для граждан, и у многих судебных процессов, получается, проигрывает процесс и лишается, до этого сказали, имущества своего и ущемляется их права. Все это правильно, но утверждение о том, что лицо, лишенное адвокатской лицензии, он профессионально непригодный, наверное, не совсем верно. Потому что вы-то как раз таки оцениваете его профессиональный уровень. И если он не соответствует профессиональному уровню адвоката, то, соответственно, он не может получить лицензию. Поэтому ваше утверждение достаточно спорное, что предоставление возможности получения лицензии лицами, ранее лишенными лицензии, приведет к тому, что ряды адвокатов будут пополняться непрофессионалами. Вы согласны с этим? Да. Коллеги, есть еще? Спасибо, Александр.